Коми нет проблем с поставками импортных лекарств и оборудования, не говоря уже об отечественных препаратах. Искусственный дефицит на некоторые позиции образовался из-за повышенного спроса. Об этом рассказал министр здравоохранения на встрече с журналистами. Идет работа по отсроченным рецептам. Лекарства для льготников закуплены и уже распределены по аптекам. На какие еще вопросы ответил руководитель ведомства во время брифинга, расскажет Ольга Коняева. Не нужно паниковать. Руководитель Минздрава начал встречу с обращения к жителям, которые решили запастись впрок лекарствами, отчего и возник искусственный дефицит и рост цен на некоторые медикаменты. Что касается коммерческих аптек, то там действительно рост цен произошел. В среднем этот рост составил 30-32%. А разные препараты по-разному. Где-то 8%, где-то 10%. То руководитель наших аптек государственных как раз этим занимается. Это коммерческий закуп. И с чем связан рост цен в коммерческих аптеках? Прежде всего, это панические настроения, тот дефицит, который создается. В этот раз почему-то у нас два препарата в основном стало хитом. Это лотероксин и вальпроевая кислота, и дефакин. У нас есть огромная сердечная группа, причем там очень много импортных препаратов, но сердечные препараты не скупают. Судя по всему, просто вот в моем понятии по соцсетям проскочили какие-то вбросы именно вот по этим наименованиям, и, к сожалению, пациенты кинулись скупать эти препараты. Тем временем есть список жизненно важных препаратов, на которые поставщики в рамках закона не могут поднять ценник. Не выросла или изменилась незначительно стоимость льготных медикаментов. Цена зафиксирована контрактами. Препараты в Коми закуплены на 5 месяцев, как для федеральных, так и региональных льготников. Аукционы на поставку продолжаются. В бюджете республики на лекарственное обеспечение заложено больше 1,5 миллиарда рублей. На 280 миллионов больше, чем в прошлом году. Препараты есть и поставляться будут в Россию и в Коми, в том числе импортные. Производители подтвердили это письменно. Работой по рецептам с отсроченным обеспечением занимаемся еженедельно, чтобы понимали. Да? Вот сейчас у нас пришло препаратов, как я сказал, на 640 миллионов уже есть. Мы эти препараты развезли уже в учреждения по республике, и часть оставили на большом складе в аптеках. Значит, и поручение тут же нашим учреждениям, чтобы связались с пациентами, выписали необходимое количество рецептов, которые на срочном обеспечении, и довели до сведения пациентов. Тоже важно, чтобы обзвонили, сказали: придите, заберите. Лекарства уже завозят в аптеки и учреждения отдаленных поселений. Пока есть зимники, медики объезжают пациентов. Республика закупила долгожданные системы непрерывного мониторинга Либра для детей с сахарным диабетом. Через неделю планируют привезти в Коми. Это более щадящий метод измерения уровня сахара без прокалывания пальчиков. Производители продолжают поставлять импортное оборудование в медучреждения. Закуплено 4 компьютерных томографа для центральных районных больниц. По национальным проектам все намеченное будет исполнено. Созданы рабочие группы для оперативного решения всех возникающих трудностей. Единственное, мы по ряду позиций уже видим рост цен. В частности, в этом году мы планируем закупить 2 модуля быстровозводимых, из которых сделать уже фельдшерско-акушерские пункты. И стоимость, которую нам прислали сейчас коммерческие предложения по стоимости, выросла с 9 до 11 миллионов. Из-за роста цен, видимо, на железо в том числе. Поэтому сейчас задача наша, федерального правительства, провести эту индексацию и в любом случае закупочные мероприятия не останавливать. Медучреждения возвращаются к привычному режиму. В республиканской больнице идет дезинфекция. Все пациенты выписаны. С 1 апреля начнут принимать плановых больных. В первой декаде апреля планируют открыть госпиталь ветеранов. Пока там долечиваются 50 человек с коронавирусом. Следующий на очереди радиологический корпус. Впрочем, пока уровень заболеваемости ковидом довольно высокий. Омикрон расслабил. Но в Европе и США уже циркулирует новый штамм стелс или невидимка, способен обходить все барьеры и уже выработанный иммунитет. Масочный режим пока не отменяется, вакцинация по-прежнему актуальна. Уровень коллективного иммунитета действительно упал. Он сейчас находится у нас 58%, а буквально недавно, на прошлой неделе он был 60%. Еще недели, 2-3 назад он был 65-66%. Падает. А коллективный иммунитет складывается из 2 составляющих. Первое – это вакцинация, второе – это количество пациентов, переболевших. Министр ответил на вопросы и по строительству новых медучреждений. Идет прием КАФАПов. На федеральном уровне предварительно согласовали строительство перинатального центра. Ольга Коняева, Роман Бервяков, телеканал Юрган.